Что объединяет архитекторов, дизайнеров, инженеров и журналистов, собравшихся на Сухумской набережной и увлеченно беседующих друг с другом? По их словам, неравнодушие и любовь к городу, а еще желание использовать свои знания, чтобы сделать его лучше. Год назад жителям Сухума и столичной администрации общими усилиями удалось остановить сооружение незаконной конструкции на Брехаловке. После этой маленькой, но важной победы молодые энтузиасты решили вместе работать над совершенствованием городской среды. Мы хотим показать, какие перспективы у нашего замечательного города, о том, какой у нас комфортный, правильно спланированный, очень верно продуманный город. Я думаю, очень многие люди это понимают, даже те, кто не находятся в сфере вот этих профессий, которые мы представляем. Конечно, он пережил непростой период. И, может быть, этот непростой период как раз дал нам сейчас возможность начать почти с нуля. У Сухума есть очень серьезный и большой шанс стать удивительно красивым, замечательно комфортным. Свои предложения активисты начали публиковать в группе и на страничке в Инстаграм. Тема неожиданно получила большой отклик. Идеи и отзывы также стали предлагать неравнодушные горожане. Город замусорили мы же сами, просто от того, что у нас не было правил, каким образом решать какие-то задачи. Вот. И составили для себя такой список необходимых мер, которые нужно провести в городе для того, чтобы его, собственно, отмыть. Мы эту идею развиваем и представляем ее властям города тоже. И я надеюсь на будущее сотрудничество тоже, да, что мы каким-то образом все то, над чем мы работаем, это будет использовано. Всю работу команда делает бескорыстно. Многие свои проекты молодые специалисты посвятили визитной карточке города, ее набережной. Сейчас на стадии разработки находятся два крупных проекта – благоустройство площади имени Багапш и кафе «Брехаловка». Есть и другие концепции, посвященные более мелким объектам. К примеру, дом номер 54 на набережной. Если убрать с фасада здания рекламу, заменить балясины на кованый балкон и поменять пластиковые навесы на тканевые, оно будет выглядеть совсем по-другому. Или еще одно строение – бывшая сувенирная лавка, расположенная недалеко от колоннады, ныне кафе «Чегем». По мнению участников инициативной группы, внешний вид этого аутентичного кафе необходимо привести в порядок. Сам павильон в восточном стиле оставить нетронутым, без каких-либо вывесок, надписей, рекламы. Пластиковую конструкцию, расположенную с той стороны, заменить на деревянную и, конечно, привести в порядок зеленую зону вокруг кафе. При соблюдении всех этих несложных условий вид строений кардинально поменяется. Конечно, это всего лишь эскизы. Однако участники группы Харахакалай надеются, что их мнение будет услышано. Кроме набережной, молодые специалисты также предлагают благоустроить улицы в центре города и его окрестностях. Пересечение улиц Аяйра и Пушкина – один из самых оживленных перекрестков в нашем городе. С одной стороны расположена 10-я школа, чуть дальше парк, который является зоной отдыха для детей и подростков. Участники ассоциации инвасодействия и Харахакалай предложили сделать этот перекресток более безопасным. Согласно проекту, на этом месте появятся повышенные пешеходные переходы и островки безопасности, благодаря которым водители будут вынуждены снижать скорость. Кроме того, перекресток станет доступным для маломобильных граждан, пешеходов с ограниченными возможностями, пожилых людей и родителей с колясками, а также велосипедистов. Это небольшой участок поблизости, где мы отстояли. У нас получилось отказаться от бордюров. У нас получилось это сделать. Мы донесли это до властей. И они пошли нам навстречу, и сегодня у нас расширяется набережная, у нас нет преград для маломобильных граждан, и как бы в таком направлении надо двигаться дальше. Сухум – город с многовековой историей, своим особенным стилем и архитектурой. Конечно же, столица должна меняться, становиться более комфортной и современной, но сохраняя свой уникальный исторический облик. А участие в этом процессе молодых и талантливых людей направлено именно на эти цели. Эсма Гуланзе, Тамас Чикаваним, Абхазское телевидение.